Всем привет! Смотрите, сегодня у нас 3 вторник августа. Какая замечательная погода. Вообще супер. Улица Федора Попова. Сейчас мы с вами прогуляемся немножко. Ну, дыма нету, небольшие облака. Как бы обещают дожди. Так, здесь у нас удачная покупка. Вот здесь вот крытый рынок. Это он совсем там развалил, там уже нету никого практически. Второй этаж закрытый, социальная аптека. Вроде бы как вот это тут капает. Кондиционеры капают. Ой. Так, приходится вот так вот идти по вот этой вот штуковине, как она называется, узкой, по бортику, вот так вот топать приходится. Так, ну и здесь овощи, фрукты. Овощи, фрукты здесь тоже что-то тут вешают, снимают. Это интересно, здесь кафе Мирин. Это отсюда вход. И кафе Славянка вот здесь вот есть. Далее фирменный магазин мясной продукции. Ух ты, смотрите, что они там предлагают-то. Целую кучу продуктов. Так, а вот здесь вот яички продают по 8,20. О, даже по 5,70. Белореченская, смотрите. А это по 6,70. Кутская птицефабрика 8,20. Что еще есть? Сайра по 62. Туалетная бумага по 8. Мед. Килограмм 270 рублей. Ух ты, надо будет взять. Кока-кола 2 литра 120 рублей. Магазин. Вот тут такой хороший магазинчик. Так, мы с вами прогуляемся. Вот это крытый рынок. Вид его сзади. Вид его сзади. Такие вот ходы, выходы. Кому-то может быть это интересно посмотреть. Ну, что тут стекловато-то валяется, она же опасна. Это вот, видать, трубу ее заделывают. Еще не должны это металлической такой какой-то оберткой обернуть. Стекловато валяется. Она опасна тем, что если попадет на кожу, она начинает колоть. Очень неприятно. Улица Северная, дом 10. Такой дворик у них здесь интересный. В принципе, все прибрано. Даже вот эти скаты есть для колясок, да? Клумбочки. Такие вот с цветочками. Кто-то цветочки. Вот тут лавочка есть, можно посидеть. Ну и детская площадка тут. Вот это общежитие. У него детская площадка с какими-то шинами. Господи. Шины приделали. Видать, эти сломались, просто шины приделали. Да, жарко сегодня, хорошо. Надо погреть косточки. Это последний вот август у нас. Потом зима будет опять холодная. Бестужево-Марлинского 3/1. Так. Опасно. Сход снега. Так, куда вот сюда пройти, что ли? Здесь покрашено этот заборчик всякими разными цветами. Ванька, ха-ха, Троян. Надписи «Я тебя люблю» и тому подобное. Тут все заросли, смотрите, какие заросли камыша, травы какой-то. Здесь вот эта вот общага, это с другой стороны, а здесь канализация, он текет, там слышно ее. Так,
Первый раз я здесь хожу. Вот лопух растет. Смотрите. Собачка сделала свое поганое дело и убежала, да? Ой, ё-моё, вот так-то сколько их, а? Ёлки-палки. Ага, 3. Точно, да? Не тронут. А если тронут, что тогда делать? Так, вот здесь вот КПДшный жилой дом. Мы видим вот такая площадочка. Предупреждающая надписи: опасный сход снега и льда. Так. Прачечная даже здесь находится. Смотрите. Вот такой вот дом. Почему-то на первом этаже нету балконов здесь. Там какой-то интересный вообще. Интересный у него. То есть у него первый этаж, тут под какие-то, ну как это, тут прачечная, допустим, еще что-то там сделано. Так. Улица Северная, дом 6. Ну вот у нас теплотрасса, вот так вот у нас же, сами понимаете, вечная мерзлота, и поэтому нельзя трубы закапывать в землю. Если их закопать, то авария, если будет, то все, капец. Это зимой, если минус 50 градусов, то солярий. Тут даже можно позагорать, смотрите. Карамель, студия Закара. Маникюр, педикюр. Так, и мы вот выходим сзади вот этих вот новых строений. Новые строения, вот эти дома большие здесь построены. Дерево такое большое выросло здесь. Ну и машины стоят. Песочек. Ой, как сегодня жарко-то, а слушайте. Просто замечательно. А тут какой хороший песок, смотрите. Какой-то карьерный, да? Крупный. С карьера привозят. И вот двор вот этого нового дома. Здесь, естественно, машины заставлены. Сейчас вот здесь вот еще погуляем немножко. Много я не буду сегодня снимать. Ну и проходим. И тут, кстати, все застекленные балконы. Такого плана. Плиточка лежит аккуратненькая. Ее буграми еще не выперла. Так, это куда мы вышли? На какую улицу? Или это не улица? А, это просто двор. Я так понимаю. Вот такой вот двор. Там, если туда идти, в том направлении, там будет речное училище. Ну и вот здесь вот столько асфальта. Столько асфальта. Помойки. Аккуратно. И еще туалет. Вот этот вот ретро. Туалет стоит. Смотрите, какой. Это, видать, вот для жильцов этого дома. Я так предполагаю. А дом этот, если глянуть, смотрите, его уже накренило. Северная, дом 2. Тут эти щиты лежат. Кто-то привез, что ли, себе. Смотрите, его как дом накренило. Видно, да? Тут даже вообще окна нету. Стекол нету. Им жарко, может быть. Смотрите, как здесь. Ого, как он и горел, и там люди живут еще вдобавок. Смотрите. Ё-моё. Интересный там сток. Воды он у них как-то. Ведро какое-то, там шланг, еще что-то. Чтобы не топило. Интересно, интересно.
Ну, люди на мотоциклах, он каких шикарных ездят. Да, мотоцикл хороший, конечно, он более проходимый, чем машина, но он не безопасный. Не безопасный. Вот, дом 2. Так, тут на меня собака никакая не наскочит. Здесь живут люди. Так, а как я здесь пройду? Тут у них какие-то заборы. Первый этаж, он уже в землю вошел весь. Вот таким вот образом. За Березкин. Кто-то голосовал. Так, ну и все, давайте мы погуляем с вами. Вот дом 2000 КПДшный, нет, свайное поле у него. Зайдем сюда. Благо не надо нагибаться. Просто можно зайти и посмотреть. Вот так вот строятся дома в Якутске на вечной мерзлоте, на сваях. Так. Что-то тут бычков дофигища. Их, по-моему, в жизни никогда никто не убирал. Ну, вот. Такое вот поле свайное. Сначала заколачивают. О, тут кто-то, смотрите, можно посидеть, отдохнуть. Тут плюс строение у нас, то что можно вот так вот под дом какой-нибудь залезть и там посидеть. Летом, конечно. Но здесь хорошее вот это свайное поле, его, видать, сильно не топило, то есть сваи в хорошем состоянии. Все. То есть, сами понимаете, если построить дом без этих свай, то он просто он накренится и свалится. Потом фундамент его будет оттайка грунта идти, потому что оттайка грунта у нас это самое катастрофическое, что может быть для строений. Быть. Опс. Так. Даже вот гараж продают, смотрите. Здесь вот. Ну, идем дальше. Так я прошел. Ну, сейчас вот такими вот входами, выходами пройдем с вами. Вот этот дом, у которого фундамент уже весь пошел, но здесь уже живут люди. Смотрите, как там все устроено. Просто кошмар какой-то, даже боюсь туда заходить. Окна заколочены, все откарабится. Камыш. Вот такие здесь теплотрассы заходят. Теплотрассы. Вот какая машина здесь. Ё-моё. Вот таким вот образом. Тут какие-то вот эти емкости стоят. Непонятные. Северная 2. Да. Это, конечно, очень интересно. Но там люди живут еще. Хотя дом сам уже вот ниже уровня земли. То есть, если тут вода будет, то там все позатапливает. Все позатапливает. Вот так вот люди живут. Ну а здесь, смотрите, домик вот этот новый. Супер-пупер небоскреб. Там у них детская площадка тоже хорошая. Вот, тут дорога. Смотрите. Как бы мне пройти здесь? Сложно пройти. Северная 7. Смотрите, крест. Оно уже совсем плохое. Совсем плохое. Вот тут даже он какой-то двор-то двухуровневый. То есть вот этот дом он выше. Вот этот дом выше, чем вот этот дом.
Здесь вот такая площадка интересная сделана. А этот ниже. И вот чтобы не осыпался, он так обделан. Таким вот образом. Интересно. Сделано. Так. Как пройти-то мне здесь? Как пройти, как выйти отсюда? Лабын-Кыр. О, магазин Лабын-Кыр. У нас же озеро есть, Лабын-Кыр, где, значит, какое-то чудовище живет, рыба какая-то. В Емиконском устье, по-моему. И такой магазин здесь. Лабын-Кыр. Товары для активного отдыха. Везде надписи вот такие: опасный снег. Сход снега. Ну, это, конечно, в зимний весенний период опасность представляет. О, тут что-то уже копали, видать, да? Какие-то. Тут, видать, это что-то копали. Так, и улица у нас это Губина. Вышли мы на улицу Губина. Вот она такая красивая стала. Ее сделали в том году, заасфальтировали. Такие мощные, смотрите, какие здесь заборки стоят. А там даже какая-то кофейня, Северный экспресс, Губина. Так, как пройти здесь? Пойдемте в том направлении. Можно пройти. Да, ну конечно, дороги у нас не выдерживают от езды машин и вот этих перепадов зима-лето. То есть у нас зимой минус 50, там даже 55, 57, и так вот было. А летом под 40 градусов бывает. То есть очень большой перепад, естественно. Все вот эти строения, дороги, еще вечная мерзлота, она, конечно, делает свою роль. Вот таким вот образом. Так, все, мы вышли. Вот такой вот здесь дом. Ну а здесь, смотрите, площадка, вот это что-то тут будут строить, видать. Я так понимаю, она отгорожена, а еще ничего не делается. Все тут ничего не делается. Один камыш только виден, и все. Один камыш. Так, ну что, вот пройдемся по такой. Это здесь какие-то коммуникации лежат. Вот таким образом их сделали. Смотрите, такая бетонная. Вот это вот. Из бетона все вот это вот. И чтобы цеплять, можно было поднимать эти плиты. Вот такие вот. Здесь крюки, да? Такие крюки. И мы выходим вот на этот дом. Сразу мы выходим вот на этот дом. Так, ну идем дальше, с вами гуляем по этому вот райончику. Он находится между улицей, вот там с этой стороны Губина, с этой стороны Федора Попова. Вот здесь садик. По-моему, он принадлежит лорту, ну, Ленскому речному пароходству, или я ошибаюсь. Ну, название у него Кораблик. Кораблик. Может быть, я ошибаюсь. Гаражи капитальные вот такие вот здесь вот. Но они довольно хорошие деньги стоят. Тут, наверное, 1,5 миллиона вот за этот гараж. Если вы хотите вот здесь в центре иметь возможность машину ставить, вам надо готовить вот такие денежки. Так.
Вот этот дом отремонтировали, что ли. Уже продают Губина 1Г. Вот это, там раньше на втором этаже был магазин продуктов. Идем дальше. Такие вот дворы здесь. Здесь почему-то все эти пооткрыты. Открыты, потому что у них тут стоят вот эти двери, ворота эти автоподъемников. Просто открыты. Так. Ну что, это мы во дворе находимся за торговым центром Деляй. Торговый центр Деляй. Там магазины Эльдорадо, Спортмастер, Остин. О, кстати, мне Остин прислала значит, скидочку 300 бонусов. Надо пойти что-то посмотреть. До 15 августа это предложение действительно, поэтому надо зайти посмотреть, может быть, что-то и заинтересует меня там. Хотя, конечно, цены у них там не маленькие, да, но можно глянуть. Так. Здесь такая площадка детская построена между этими домами. И вот это вот уже здесь мы идем, где Гранд Сити. Вот этот большой магазин, вот это с задней стороны. С задней стороны. Сейчас мы будем проходить через ворота вот здесь вот. А здесь мы видим двухуровневый гараж. Смотрите, вот такой двухуровневый гараж. И вон там даже, я вижу, продается гаражное место, одно гараж. Не гаражное место, а гараж получается. Гаражные места тоже продаются у нас там. Я видел, там, не помню, сколько цена, но там тоже приличная цена. Тоже миллионы. Просто за гаражное место. 1,5 в центре, на улице Дзержинского, где недалеко от Дома быта, Дворца культуры. Там вот парковочные места можно взять себе. Так, ну что, вот такой переходик. И выходим вот на эту площадку, где мы уже сегодня были с вами. Там здание Якутскэнерго. У них вот там скверик небольшой есть. И вот здесь уже непосредственно